Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112». Студия Алия Хайрудинова. И сегодня мы расскажем, как два человека оказались заживо погребенными под толстым слоем земли. Еще трактористы быстрее, посмотреть, где нет людей. Бежали, они уже у одного наполовину голова торчала, одного полностью засыпали. Трагедия произошла при прокладке канализации к новому дому. А также 13-летняя девочка покончила с собой в Зеленодольске. И начальник отдела полиции Сафиуллина объявлен в федеральный розыск. В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В чем его подозревают? Это и многое другое прямо сейчас. Два человека погибли сегодня утром при прокладке канализации к частному дому на улице Жасминная. Они уже прокопали траншею и отбойным молотком пробивали отверстие в торце колодца, чтобы вывести туда трубу. И в этот момент тяжелый мокрый грунт обрушился, погребя под собой двух человек. Один из погибших — настоятель религиозной организации, на чьей территории построен новый дом. Второй — прихожанин, помогавший в работе. Алсу Ахмедзянова узнала, что жертв могло быть и больше. Один человек прямо перед обвалом грунта вылез из канавы. Затрясло, до сих пор не могу успокоить честно. Они все время были в одной траншее, втроем. Проложили трубы. Двое остались пробивать отверстие в бетонном канализационном колодце, чтобы провести туда трубу. А третий вылез. На минутку зашел в дом. Нужда, так скажем, спасла. Вернулся и опять полез в траншею, но с другой стороны. Быстро так я голову опустил, трубу поправил, в том колодце дальнем. Голову поднимаю, их уже нет. И вот я кричу трактористу быстрее, посмотреть, где нет людей. Побежали, они уже у одного наполовину голова торчала, одного полностью засыпал. Откапывали людей руками, старались как могли, но помочь им были не в силах. Говорят, погибли мгновенно. Ни криков, ничего, тишина такая. Они даже скрикнуть не успели. Они не успели даже просто крикнуть. Людей, судя по всему, раздавило тяжелой сырой землей. На этом месте всегда была лужа. Весь грунт в месте обвала пропитан кровью. У 36-летнего мужчины сломаны кости черепа. Второй, визуально поцелее, но там кровоизлияние в мозг тоже, там тоже от удара, от полученной травмы. Канализацию прокладывали вот в этот дом. Он новый, построен на том же участке, что и здание религиозной организации. Владельца, 56-летнего мужчину, здесь называют пастором и епископом этой церкви. Говорят, он профессиональный строитель, поэтому и полез в траншею. Он и хозяин дома, он и прораб, он и начальник, и полез в траншею. Все делал, да? Все сам делал. По факту гибели двух человек прокуратура начала проверку. Хозяин расположенного рядом дома и 5 рабочих занимались прокладкой канализации. Владельца дома и одного из рабочих засыпало землей. А Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ». В настоящее время назначены судебно-медицинские, а также судебно-строительные экспертизы. Проводятся другие необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Теперь следователям предстоит установить причины, по которым произошла трагедия, а также определить виновных в ней лиц. Алсу Ахмедзянова, Наиль Абдуллин. Вызов 112. 13-летняя девочка сегодня покончила с собой в Зеленодольске. Еще живого ребенка обнаружили прохожие в районе заброшенных зданий на улице Карла Маркса и попросили о помощи сотрудников полиции, проезжавших мимо. Девочку экстренно госпитализировали в ЦРБ, где она скончалась. Сейчас прокуратура выясняет все обстоятельства этой трагедии. Там же взяли на особый контроль расследование уголовного дела по статье «Доведение до самоубийства, совершенное в отношении несовершеннолетней». Надзорное ведомство выяснит обстоятельства случившегося, а также способствовавшие этому причины и условия. Также будет дана оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних. Начальник отдела полиции Сафиуллина Алексей Ершов объявлен в федеральный розыск. Министр внутренних дел по Татарстану Артем Хохорин официально отстранил его от исполнения служебных обязанностей. Сейчас ведомство проводит проверку. Следственный комитет возбудил в отношении Алексея Ершова уголовное дело. Подозревается в совершении 10 эпизодов преступной деятельности, таких как превышение должностных полномочий, злоупотребление должностными полномочиями, незаконное участие в предпринимательской деятельности и получение взяток. Как сообщили
сообщили в МВД, в случае установления вины он будет уволен за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел, и понесет наказание в рамках законодательства. К строгой дисциплинарной ответственности в этом случае привлекут и его непосредственных руководителей. Напомним, 8 октября 2020 года в отделе полиции Сафиуллина прошли обыски. Заместитель начальника отдела по охране общественного порядка Ильнас Сиддиков был задержан. Советский суд арестовал его до 8 декабря. По версии следствия, Алексей Ершов и Ильнас Сиддиков покровительствовали нелегальному бизнесу одной из ОПГ, торговым точкам и нелегальным стоянкам. Дважды организовать нелегальное казино попытались трое жителей Казани. Одно подпольное заведение раскрыли сотрудники Управления экономической безопасности, вычислили троих его организаторов. Из игорного заведения тогда были изъяты 21 компьютер, 5 игровых терминалов с купюроприемниками, а также деньги, телефоны и черновые записи. Было возбуждено уголовное дело, но предприимчивых мужчин это не остановило. В ходе следствия также было установлено, что подозреваемые подобным образом повторно организовали незаконную игорную деятельность в том же помещении. Но также незаконная игорная деятельность была ликвидирована. 46-летний мужчина попал под колеса автобуса на проспекте Победы. Пешеходных переходов поблизости не было, и он решил перебежать дорогу в неположенном месте, несмотря на оживленный поток машин. Последствия этого решения увидел Айрат Назипов. На этом участке дороги 4 полосы. Движение весьма оживленное. Тем не менее, пешеход решил на свой страх и риск перебежать дорогу. В итоге попал под автобус. По рассказам очевидцев, после удара 46-летний мужчина лежал на асфальте и не мог встать на ноги. Его срочно госпитализировали. В больницу пострадавшего диагностировали ушибленные раны головы. Водитель автобуса отметил, что пешеход появился на дороге неожиданно. Ему пришлось применить экстренное торможение. Но даже это не помогло избежать наезда. А у вас пассажиры не пострадали? Степень виновности водителя автобуса еще предстоит установить. Возможно, ответы на вопросы появятся после изучения записи с видеорегистратора. Айрат Назипов, Наиля Абдуллина, вызов 112. 5 автомобилей в течение нескольких минут столкнулись в одном и том же месте на улице Вишневского. Сперва «Лада Веста» въехала в Kia Ceed. Вскоре рядом с ними произошло еще одно столкновение по той же схеме с участием 3 машин. 2 Kia и одной Nissan Qashqai. Как рассказал водитель Kia, который в цепочке столкнувшихся машин была последней, он успел нажать на педаль тормоза и остановиться. Однако автомобилист, ехавший позади него, этого сделать не сумел. Он протаранил корейскую иномарку и сразу же скрылся с места ДТП. Пострадавший водитель, машину которого отбросило на впереди стоящие автомобили, просит откликнуться очевидцев происшествия. Не успел выйти из машины, как машина сзади, которая меня ударила, скрылась, на большой скорости уехала. Я даже не успел номера запомнить. Если есть очевидцы, пожалуйста, откликнитесь. Может, у кого-то сзади видеорегистратор работал. Заброшенный автомобиль сгорел дотла во дворе дома по улице Адаратского. Машина уже несколько лет находится без присмотра, и ее салон за это время уже успели набить мусором. Огнеборцы оперативно справились с возгоранием, однако от воздействия высокой температуры пострадали припаркованные рядом автомобили. Диляра Юсупова расскажет подробности. Горит как. И тушь нормально. 17 часов 30 минут. Начало пожара. Языки пламени на видео сняли местные жители. Огонь полностью охватил заброшенную машину. Спустя 14 минут с момента вызова огнеборцы справились с открытым горением. Чего там так разгорается? Как говорят жильцы, сгоревший Черри Амулет стоит во дворе без движения уже много лет. За это время салон машины успели набить мусором, а все ценное с машины давно сняли и украли. Хозяин, не знаю, на той стороне, по-моему, он живет. Не знаю я. То есть он машину бросил, оставил здесь, да? И... Да. Сначала номера были, а потом номер сняли. То есть все скрутили, да, уже там? Да, наверное, да. Огонь с Черри почти перекинулся и на припаркованные рядом автомобили. Благо их владельцы успели отогнать свой транспорт. Впрочем, без повреждений не обошлось. От воздействия высокой температуры пострадали 2 легковушки. Подсветку номера и задний этот спойлер. Ремонтировать что-то будете или так оставить? Да нет уж, наверное, надо будет менять. Все горело, да, здесь вот? Да. Ну, сейчас будете менять, наверное, да? Да, менять надо уже. Искать владельца брошенной машины пострадавшие автомобилисты не намерены. Скорее всего, ремонтировать машины будут за свой счет. Впрочем, сперва пожарные дознаватели определят точную причину пожара. Если это поджог, то полицейским предстоит найти причастных к этому инциденту. А с них владельцам пострадавших автомобилей уже можно будет требовать возмещения ущерба. Диляра Юсупова, Айрат Назипов, Константин Бушуев, вызов 112.
Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны и в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.